Предлагаем вашему вниманию брифинг главы Якутии. В прямом эфире Айсан Николаев озвучит актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в регионе на 4 августа. Айсан Сергеевич, а вот текущая ситуация в республике? Текущая эпидемиологическая обстановка у нас характеризуется 53 новыми случаями коронавирусной инфекции за последние сутки. Из них 39 – это город Якутск, 4 случая в Ленском районе, по 3 случая в Мегино-Кангаласском и Верхнеюльском районах. Есть единичные случаи уже в Верхоянском, Чурапчинском и других районах. Мы видим, что по Якутску сохраняется достаточно стабильная обстановка вот уже на срок уже более почти месяца, от 35 до 45 где-то заболевших в среднем. Вот. По республике, к сожалению, мы видим, что все-таки болезнь, она в основном завозная через Якутск, из Якутска, она распространяется в том числе уже в малые населенные пункты. При этом хочу особо отметить хорошую работу учреждений здравоохранения на местах, сельских наших больниц, которые достаточно быстро болезнь выявляют, и больные, контактные достаточно быстро выявляются, и их производятся анализы, ну и потом лечение. Сейчас на территории республики 1200 с лишним человек проходит лечение, из них примерно 50% в условиях стационаров и 50% амбулаторно. Хочу особо отметить, что уже вторую неделю у нас те больные, которые лечатся амбулаторно, по назначению врача получают бесплатное лекарство. Эта услуга сейчас пользуется достаточно большой популярностью, и, конечно же, людям, которые амбулаторно получили назначение, обязательно нужно весь курс до конца проходить для того, чтобы болезнь как можно более быстрее ушла и не оставила серьезных последствий. К сожалению, у нас 26 человек на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии. Несколько из них находятся на аппаратах ИВЛ, причем это уже не только город Якутск, но и другие районы республики. И здесь надо понимать, что, конечно же, мы в ответе в первую очередь за здоровье лиц пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Поэтому просьба, конечно, их максимально оберегать от излишних контактов, от посещения общественных мест. Сегодня на заседании оперативного штаба мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с подготовкой к новому учебному году. И до конца недели будет проведено совещание здесь, в городе Якутске, в администрации города Якутска с участием руководства Роспотребнадзора, для того, чтобы определить уже механизмы к нормальному запуску начала учебного года здесь, в городе Якутске. В целом по республике эта работа тоже идет под контролем правительства республики, муниципальных районов. Считаю, что, конечно же, учебный процесс обязательно 1 сентября должен начаться. Много вопросов поступает по плановой диспансеризации и по плановой госпитализации. Хочу сказать, что в связи с тем, что по городу Якутску мы наблюдаем достаточно стабильную картину по количеству заболевших и по уменьшению людей, находящихся в стационарах, скорее всего, если ситуация не будет ухудшаться, то уже со следующей недели вот эти плановые уже госпитализации, плановые осмотры уже по согласованному графику в учреждениях здравоохранения в городе Якутске мы тоже начнем запускать. Сегодня плановая диспансеризация, осмотры уже в 22 районах республики без всяких ограничений уже идут. Поэтому в целом, еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация находится под контролем, она стабильна. Вместе с тем, конечно же, прошу в том числе и те учреждения общепита, торговли, которые недавно получили возможность уже работать в нормальном режиме, соблюдать все те санитарно-эпидемиологические меры, которые обязательно, обязаны к соблюдению. Контроль за них возложен на административные комиссии муниципальных образований и соответствующие министерства республики. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии Айсана Николаева о текущей эпидобстановке в нашей республике. Мы продолжаем нашу программу. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Продолжается испытание вакцины от коронавируса. Медобследование участников показало формирование иммунного ответа у всех добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Диагностику участников эксперимента провели на 42-й день после первой вакцинации. На протяжении эксперимента добровольцы находились под непрерывным наблюдением специалистов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщал, что созданная Центром Гималеи вакцина от коронавируса может получить регистрационное удостоверение уже в начале августа.
Сегодня было проведено полное медицинское обследование, были сданы анализы согласно протоколам. Чувствуют они себя хорошо, жалоб не предъявляют. Согласно полученным данным, никаких отклонений и побочных эффектов в работе организма не выявлено. По результатам анализов мы можем сказать о явном формировании иммунного ответа после проведенной вакцинации. Между тем, 3 российские компании должны начать промышленный выпуск первой в стране вакцин от коронавируса в сентябре. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью ТАСС. По его словам, серийным производством вакцины займутся предприятия с площадками во Владимирской, Ярославской и Московской областях. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о безопасности и эффективности российской вакцины против коронавирусной инфекции. Переходим к теме лесных пожаров. За сутки площадь огня увеличилась на 85 гектаров. Возникло 4 пожара и столько же ликвидировано. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Среднеколымском, Усть-Алданском и Тампонском районах, где зарегистрировано 45 очагов возгораний. А всего на территории Якутии зафиксировано 75 природных пожаров. При этом площадь активного горения составляет более 380 гектаров. Учитывая сухую погоду и направление ветра, существует вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории 7 районов. Площадь пожаров увеличилась более чем на 85 гектаров за счет увеличения площадей пожаров в обслуживаемой зоне и увеличения количества пожаров в зоне контроля. В целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров и для защиты населенного пункта Алеко-Кюэль в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в составе 20 человек. В течение суток проводились работы по встречному отжигу на лесном пожаре. В связи с отсутствием осадков, учитывая северный, северо-восточный ветер 4,8 метров в секунду, существует вероятность задымления в 23 населенных пунктах на территории Среднеколымского, Момского, Усть-Майского, Абыйского, Верхоянского и Тампонского районов. Тем временем в селе Сватай дым рассеялся. Об этом сообщила заместитель главы населенного пункта Дарья Борисова. Пожар от села находится примерно на расстоянии 1,5 километров за рекой Алазея. Огонь частично локализован, проведены встречные палы. На тушении пожара сегодня трудятся порядка 50 человек, добавила она. Напомним, накануне видимость в селе Сватай из-за смога от лесных пожаров составляла менее 50 метров. Работу системообразующих предприятий в условиях пандемии рассмотрел глава региона СН Николаев на совещании с Кабмином. Особое внимание заострили на авиационном секторе. По словам профильного министра Владимира Сивцева, за первое полугодие существенно снизились плановые показатели. Пассажирооборот сократился на 53%, на 33% меньше перевезено грузов и почты. Авиакомпании «Якутия» выданы кредиты на общую сумму примерно 870 миллионов рублей. Полярным авиалиниям предусмотрена госгарантия в размере 100 миллионов. СН Николаев подчеркнул, что проблемы в авиатранспортном блоке республики появились не только из-за пандемии коронавируса. Борьба с коррупцией, неэффективным менеджментом в авиационной отрасли – такие задачи сегодня стоят перед Кабмином республики, отметил глава региона. В Мирном в этом году новое жилье получат жители 6 аварийных домов. О строящемся доме, благоустройстве и сроках сдачи расскажет Марферина Алексеева. В этом трехэтажном 71-квартирном доме новое жилье обретут 194 переселенца. На сегодняшний день ведется заключительный этап строительных работ. В квартирах ведется отделочная работа. Застройщик приступил к облагораживанию придомовой территории. В ближайшее время здесь появится детская площадка, автопарковочная зона, будет установлено уличное освещение и отведется отдельное место для озеленения двора. Что касается внутреннего благоустройства, квартиры в этом доме улучшенные планировки. А это значит раздельный санузел, высокие потолки, наличие лоджии, просторная кухня и отдельная кладовая и гардеробная. Лестничные площадки покрашены огнезащитной краской, а у каждого подъезда установлены пандусы. В доме также имеется современный узел ввода. Новые расходомеры, новые запорно-регулирующая арматура, фильтры грубой очистки хорошего качества. То есть вот все оборудование, запорные устройства очень хорошего качества, которые, соответственно, окажут влияние
на снижение потребления размеров ресурсов, которые будут потребляться по водоснабжению, по теплоснабжению, так, по электроснабжению в том числе. Все будет светодиодное. Освещение дворовой территории в том числе будет все на светодиодах. А это все энергоэффективность, энергосбережение. Строительство дома началось в прошлом году. В осенне-зимний период пришлось вынужденно приостановить строительные работы из-за небезопасной температуры грунтов, отчего на данный момент имеется небольшое отставание от графика. Вот постоянно одно из замечаний у нас – это усиливать группировку строителей. Но вот, к сожалению, с условиями пандемии у застройщика также возникли проблемы с тем, чтобы вот найти нормальных, хороших строителей, чтобы привезти их с других регионов и так далее, нашей страны. Да? Вот. С этим немножко есть проблемы. Учитывая все коррективы, сдача дома в эксплуатацию назначена на конец сентября. Жители аварийных домов надеются, что эту зиму встретят уже в новых квартирах. На самом деле я в этом доме живу с 1987 года. И у меня квартира номер один. Квартира номер один – это угловая, первый этаж, очень холодный дом. В столице Алмазного края, мне кажется, давно уже пора избавляться от этих деревянных домов. Несколько раз уже откладывалось, были другие сроки. Но надеемся, в этом году это получится у нас. В ближайшие годы планируется расселить оставшиеся 12 аварийных домов общей площадью около 7,5 тысяч квадратных метров. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Абитуриентов из нашей республики впервые отобрали для целевого обучения в театральном институте имени Щукина. В этом году выделено 5 мест. Целевой набор в это учебное заведение проведен впервые, отметили в Министерстве культуры и духовного развития Якутии, добавив, что отбор по итогам вступительных испытаний завершен. В прошлом году уже состоялся набор якутской группы в Высшее театральное училище имени Щепкина. И 23 студента якутской группы успешно завершили первый курс обучения, рассказала куратор и педагог якутской студии Елена Тимофеева. Сессию сдали хорошо, наших студентов хвалят, отметила она. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами.